конечно, вот сегодня дзюдо, техника и тактика меняются очень быстро. Вот, оло акнун рахобати навбати бо соҳиби майдон си рижагавӣ аз ҷумҳурии мардумии чин ки бо либосҳои сафед ба майдон баромадааст ва ҳамчунин намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон расул боқиев бо либосҳои кабуд оғоз мегардад. Ва боз мо суҳбатамонро бо мураббии хизматшондаи Федератсияи Россия дорандаи дани шашум Элчименов Владимир Николаевич оиди ин қувозмоиҳо идома хоҳем дод. Владимир Николаевич, вот сейчас как бы так будем сказать, что дзюдо быстро развивается во всех странах, получил такой, будем говорить, массовость в Европе. Вот. Также и приемы, техника, так и правила меняется почему-то. Ну, правила меняются, просто федерация как бы задумывается, чтобы этот вид спорта сделать более зрелищным. И еще один такой критерий, я не знаю, немножко сомнительный, который влияет сейчас на правила, я бы сказал, в негативную сторону. Они пытаются сделать правила, чтобы они как бы были понятны зрителям, то есть доступны зрителям. Вот. И сейчас та борьба, которая была вот раньше, она немножко, я бы сказал, была более выигрышной. Потому что если человек раньше в течение 20-30 секунд не проявляет технических действий, его наказывают. А сейчас спортсмену позволяют буквально бегать от своего соперника, чтобы сохранить там свое преимущество или чтобы не упасть. То есть как бы вот с этой точки зрения... Защили, по-моему, да, китайскому спортсмену? Ну потому что Расул, вот видите, все время атакует, но вот смотрите, прошло 1,5 минуты, только сделали наказание первое. А раньше бы это уже было бы как минимум чуть. В общем счет, по-моему, где-то 3 с чем-то минуты. Вот. Это осталось. Осталось, да? Прошла уже, да. Это значит минуты. Остаток показывает. То, да. Что прошло, это не показывает. Все ясно. Да, то есть вот 1,5 минуты понадобилось, чтобы заработать шире. Но сейчас Расул, конечно, не прав, он проигрывает верхний захват левый сопернику, о чем мы всегда говорили, что надо сейчас все время левую сопернику встречать, левую руку сопернику встречать. Вот видите, Расул получил наказание за неправильный захват. Значит, он должен левую отлучать, да, постоянно? Да, потому что левая сторона опасна, у китайца он пытается ей проводить. Левосторонний он, да? Да, левосторонний. Поэтому, если вот обратите, Расул все время начинает борьбу с левого захвата. Значит, это очень, будем говорить, я раньше даже, честно сказать, не задумался, когда, что вот именно человек должен обращать внимание, вот здесь вас еще показывают, как говорится, вот, какой руки нужно отключать и... Ну это, вот он, Расул, сделал подхват буквально одной рукой, молодец, он поймал китайца, когда тут пошел на него, пробивался, как раз левой рукой пытался взять захват, а Расул использовал это движение вперед и подхватил его, вот смотрите. Это повторение. Вот он лезет тут левой рукой, тогда видите, захват, а Расул его вперед и бросил. Он вообще очень техничный спортсмен, сейчас великолепно борется в партере, то, что тоже чего нет в Гюштингере. Я могу сказать, что он, наверное, сейчас в мире один из лучших борцов лежа. Вообще для всех соперников он является, наверное, самой большой загадкой. Нет, это серьезно, потому что, как правило, соперник там, вот видите, китайский соперник борется с четко выраженной левой стойки. А Расул у меня борется и в левой, и в правой стойке. И как он борется, никто не может понять, как с ним бороться. С какой стороны, да, подойти к нему? Да, но эта тактика нам помогает выигрывать многие соревнования, потому что за этот олимпийский турнир Расул ни разу не проиграл ни одной оценки. А это очень хорошее качество, сами понимаете. Если человек не падает, конечно, у него больше шансов победить. Спасибо. Дӯстони азиз, ҳаводорони варзиш, шумо суҳбати мураббии Расул Боқиев ки имрӯзҳо дар бозиҳои олимпӣ бевосита иштирок доранд, манзури шумо кардем ва ҳоло боз суҳбатамонро оиди рақобати варзишгари ҷумҳурии мардумии чин Си Реҷигава ва ин ҷо як усули хеле ҳам зебо аз тарафи Расул Боқиев ва албатта фикр мекунам барои истифодаи чунин ин ҷо мураббии дасти мунтахаби ҷумҳурии чин аст ва албатта барои Расул
این ببینید چی اصولی خیلی هم خطرناک رو ورزشگری چین استفاده برد، ولی از این وضعیت رسول به آسانی برآمد. و البته در بازی‌های المپی ورزشکارایی میگوییم که نسبتاً ضعیفتر هستند یا از لحاظ تکنیکی و تاکتیکی نیستند. همه ورزشکاران اینجا با تکنیک و تاکتیک خیلی هم بلند میآیند و طول 4 سال هم جسماً هم روحاً خود را به چنین یعنی فرمی بزرگی ورزشکاران عالم آماده می‌سازند. و البته تشریفات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اینجا یک اصولی خیلی هم زیبا و غلبه صاف به ورزشگری تاجیک داده می شود. این اصول را البته حالا شاید کارگردانان شبکه‌ای تلویزیونی سی شاید تکرارا به ما نشان دهند. به هر صورت بهترین اصول را در این رقابتی که این لحظه سبقتی که انجام یافت رسول باقیف موردی استفاده قرار داد و اکنون به رسول باقیف امکانیتی بیشتری به دست آوردن مدالی المپی. اینجا غلبه به ورزشگری تاجیک رسول باقیف اعلان می‌گردد. و همچنین روزی نهم کمانور تاجیک، کمانور دختری تاجیک البینا کمال‌الدینова در مسابقات المپی شرکت ورزیدند، ولی صدافسوس نتوانستند اینجا حالت تکرار و ببینید رسول با چه زیبایی این اصول رو استفاده میبرد. البته این زحمت های ولادیمیر نیکولایویچ هستند که من میدونم که بیشتر رسول بیشتر اصولی سری کتف رو استفاده میکردن، ولی من این اصولی که ولادیمیر نیکولایویچ مخصوص رسول باقی رو نشان و خود او خورسندی و حد و کنار ندارد و این ورزشگری تاجیک رو با پیروزی‌های تازه به تازه هدایت میکند. ببینید او از خورسندی مثل پرنده میخواهد یعنی به هوا پرواز کند، زیرا